Сегодня мы едем в Турцию на шопинг. Виза для граждан Грузии и для граждан России не требуется. Время в пути занимает в районе 30-40 минут. Это 17-18 километров от Батуми. Сейчас мы находимся в поселке Квариати. Это ближайший поселок в Турции. Почти приехали. Мы уже находимся в Сарпе. Вон вдалеке виднеется гора. Это уже территория Турции. Виды красивые. Да, вот рядом с мечетью уже как раз Турция. Сейчас очень много свободных мест для парковки, но летом, как правило, их нет. Поэтому, если вы не знаете, где припарковать машину, по левую сторону есть частный сектор, и все они предоставляют услуги частной парковки. В среднем стоит от 2 до 5 лари. Но когда видят граждан России или других граждан, они, как правило, пытаются эту цену за парковку задрать. Но вы имеете право торговаться. Мы находимся на границе, к счастью. Вот Давид с правой стороны за джипом заезжает. Ну вон он заехал. Вон джип стоит. Это счастье для Миранды. Она очень ленивая и не любит ходить пешком. Открыли новое здание. Переходим на... Ну, мы сейчас в нейтральной зоне находимся. Нет, мы уже находимся на турецкой территории. Что у меня опять с лицом? Мераба. Что такое мираба? Здравствуйте. По-турецки. Век живи, век учись. Еще я знаю насылсын. Как дела? Все, мы заходим, тут уже нельзя снимать. Все, мы прошли уже. Welcome to Turkey. А почему не по-турецки? Hoş geldiniz. Merhaba. Все, мы в Турции. Вот какой красивый вид здесь, море. Вон там, друзья. Когда переходим в турецкую сторону, тут уже стоят такси. Можно взять машину и поехать куда вам нужно. А мы стоим, ждем нашу машину. Все, мы в Турции. Нам ехать до Кемаль-Паша сколько? Не знаю. 2 километра. 2 километра всего, и будем на месте. Давида хотели взять в плен, но потом пожалели нас и отпустили. Потому что Миранда замерзла. Я замерзла, Миранда. Карадениз. Ближайший населенный пункт от границы — это Кемал-Паша. На табличке также прописывается его население. 5200. 5200 человек здесь проживает. Здесь расположен оптовый текстильный рынок с турецкой продукцией. И есть небольшой торговый центр Истамбул-Базар. Вот здесь у нас Истамбул-Базар находится, но мы туда зайдем позже. Текстильный рынок расположен здесь, вдоль этих улиц. Вдалеке виднеется грузинский Батуми. А вблизи виднеется туннель. Да, вблизи туннель. Мария Николаевна, что происходит в этом городе? В этом городе, а это, по-моему, открытие, смотрите, вот этой организации, правда, я не могу понять, что это. На этой улице расположено большинство точек общепита. Например, моя любимая кондитерская «Дервиш». Вот. Также рыбные рестораны.
ресторанчики. Пойдемте, я вам покажу. И мост царицы Тамары, Да. посмотрите. Так что это грузинская территория. Да, лучше. Я вчера ждала тебя. Можно? Здравствуйте. Ой, Tuvalete yer bulak. Magazin. Приехали купить постельное белье. Вот очень большой выбор. Одеяло, покрывало. Мы прошли пешеходный рынок и сейчас идем в торговый центр Стамбул-Базар. Но вот, как видно по баннерам, в торговом центре представлены марки Катон, Дефакто, Адидас. А вот в Катоне скидка 70%, индирим. Миранда, скажи привет. привет! Зайдя в торговый центр, слева от вас будет пункт подмена валют, где вы можете поменять доллары, рубли и лари на турецкие лиры. Чтобы вам удобнее было ориентироваться, скидка на турецком языке – это индирим. Обращайте внимание на данные таблички. Спасибо. Написано на грузинском, на турецком и на русском. Мы уже в Грузии. Вся поездка заняла у нас примерно 5 часов. Миранда, вы довольны шопингом? Не очень. Не очень? Не очень. Но цены там ниже? На твой взгляд, как? Это тоже не очень высокие цены. Ну, мне кажется, Раньше- джинсы от велосипедовой кеки 15 лари. Раньше дешево. Еще дешевле было. Дешево. Вот, вывод какой, нужно ехать в Трабзон.